Нашему населению Мостарского района, обращаясь к ним, что в нашей больнице работает стационар. Всего у нас имеется в настоящее время 162 койки, из них 10 коек дневного пребывания и 152 койки круглосуточного пребывания. В стационаре имеется 6-7 отделений. Кто знает, может быть, забыли, я повторяю, напоминаю. Терапевтическое отделение. Там имеется 42 койки, всего из них 3 койки дневного пребывания. Хирургическое отделение, там имеется 30 коек, 27 коек круглосуточного и 3 койки дневного пребывания. Детское отделение, там имеется 27 коек, из них 25 круглосуточного пребывания и 2 койки дневного пребывания. И отделение патологии беременных, там имеется всего 33 койки, из них 31 койка круглосуточного пребывания и 2 койки дневного пребывания. И наши родильные, как можно сказать, отделения, которые нас сейчас тревожит, там сейчас у нас поставили на 15 коек. Они все эти 15 коек круглосуточно пребывают. Стационару за этот год определен определенный план задания, который мы должны выполнять и отвечать требованиям нынешнего времени. Нам определили примерно на этот год, по сравнению с прошлым годом, количество страховых случаев на 1001 человек меньше. В прошлом году в Хомском было определено задание слишком огромное. Поэтому они, учитывая ситуацию, они снизили количество страховых случаев, которые мы должны были в этом году лечить. И повторяюсь, на 1003 человека уменьшили план задания. Соответственно, в каждом отделении определен план задания. На 4 месяца этого года мы должны были пролечить 1554. Значит, на 63 человека мы этот план не выполнили. Это в основном за счет родильного отделения и отделения патологии беременных. Я обращаюсь здесь к сидящим медицинским работникам, которые работают на участках. Беременные женщины, они берутся на учет на участках, становятся женские консультации на учет, и работа наша с этими женщинами, которые должны довести до конца, до совершения, до родов, до рождения ребенка, она сейчас в настоящее время не отвечает требованиям жизни. То есть женщины, которые становятся на учет по нашему району, половина этих беременных рожает за пределами нашего района. Там есть часть больных, которые беременных женщин, которые по стандартам положено их перевести в региональное лечебное учреждение Дербент или в республиканское учреждение города Махачкала. Есть категория больных, которые, беременных женщин, которые должны в состоянии здоровья, должны были рожать здесь, в нашем районе. К сожалению, они тоже рожают не наши стационары. В настоящее время можете примерно средства массовой информации пройти и даже снимать, и там были роддом, находится в идеальном состоянии. Раньше я не мог сказать это, потому что там было состояние неважное, нуждалось в капитальном ремонте, и в отделении патологии сейчас сделан капитальный ремонт. Там, можно сказать, люди, которые приезжают к нам со стороны, они говорят, у вас идеальные созданы условия для пребывания беременных женщин. Почему они уезжают от нас в другие учреждения лечебные? Поэтому я обращаюсь к вам еще раз. По каждому случаю, когда беременная женщина имеет желание родить в другом месте или не имеет желания нас родить, вы должны с ним вести беседу. И регистрировать эту беседу в карточке. Выяснить, по каким причинам они от нас уходят. Это государственные деньги, которые должны будут мы заработать. Наш родина. Выяснить причины. Если это связано с человеческим фактором, если это связано с тем, что работник, который там работает в роддоме, делает какие-то проблемы, и там, сказать, проблемы, надо сказать, что этим связано.
То есть мы должны над этим вопросом работать вплотную. Без вашей помощи, этой работы, без помощи людей, медицинских работников, которые непосредственно живут рядом с этой беременной женщиной, с родильницей, которая возвращается из роддома, мы не можем всех здесь собрать и выяснять. Поэтому, пожалуйста, в этом вопросе надо вам активизировать. У нас в больнице стационаре работают 10 врачей, около 60 центров медицинских работников. У нас в больнице каждый день дежурит 6 врачей. Хирург, акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог, 2 врача медицинской помощи, 1 врач на радиологии. Помощь оказывает круглосуточно. У нас, кроме того, есть 6 коечные реанимационные отделения, которые, как можно сказать, грубо говоря, тушат пожары, которые поступают из участков. Каждый божий день поступает к нам в больницу с острым нарушением мозгового кровообращения и с острым инфарктом миокарда. Это все заболевания сердечно-сосудистой системы. Для того, чтобы не заболеть человеку, чтобы не заболеть этими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в первую очередь от каждого гражданина, от каждого человека зависит, как он вел здоровый образ жизни. То есть вел такой образ жизни, который не вредит его здоровью. А это надо начинать с детства. Уже начиная с рождения ребенка. Мать должна знать, какой образ жизни должен быть у этого ребенка, чтобы ребенок не заболел. Вот тот человек, который мы сегодня забрали, заболел ребенок менингитом. Вот окружение новорожденных, состав семьи. Это окружение новорожденных, я считаю, что не уточнен до сих пор. Кто к ним проходил, если выяснить, кто к ним проходил, к этому ребенку, когда он вернулся из роддома, который взял в руки этого ребенка, который лелеет этого ребенка, если всех проверит, наверное, вряд ли кого-то найдется свой жизнь. Поэтому работа в этом плане огромная, работа надо продолжать. И я в этой работе желаю всем здесь присутствующим, в первую очередь, медикам надо иметь всегда здоровье. Медикам надо знать, как свое здоровье беречь, как вести здоровый образ жизни. И это знание прививать наше население. В буквальном смысле прививать, не рекомендовать. Я до вас хочу еще раз довести, я не говорил, и в прошедших совещаниях. Есть федеральный закон об охране здоровья граждан от 23 ноября 2013 года. Там четко изложено. Если раньше медики рекомендовали населению примерно вести такой образ жизни, примерно слушать врачей, соблюдать тот режим, который врач предписывает, а сейчас там закон изложен. Требуют, обязуют людей, обязаны каждый гражданин вести здоровый образ жизни. Обязан каждый гражданин соблюдать тот режим, который предписан ему врачом. Те лекарства, которые врач предписал этому больному по лечению этого заболевания. Еще раз обращаюсь к нашему населению, которые поступают в стационар, в любое отделение. В каждом отделении имеется свой режим. Лечебно-охранительный режим, который соответствует, это не нам не придумано, это соответствует требованиям приказов, установок, санитарных правил и так далее, которые мы должны соблюдать, которые должны наши больные, наше население соблюдать. Порой, к сожалению, видишь, у окна, открытого окна стоят, курят. Возле здания, внизу там курят группами людей. И окурки все они валяются под окнами на территории больницы. Но я, если зададите мне вопрос, у нас ваши врачи не курят. Да, действительно, у нас еще есть врачи, которые в халатах, стоя возле лечебного учреждения, демонстративно, можно сказать, взял в руки сигарету и курит. Это опять-таки плохие приморы они показывают нашему населению. К вашим сведениям, что 31 мая этого года это объявлен днем борьбы с табаком, с табакокурением. Поэтому мы все, в том числе вы здесь сидящие, каждый на своем участке, должны эту работу вести в виде бесед, в виде санбюллетеней, в виде методы санитарной пропаганды, санитарной профилактики. Вы уже знаете, какие методы. Надо все методы использовать этот день
посвященный борьбе с курением 31 мая, показать, как каждый в этом плане провел работу и дать информацию, чтобы мы могли дать информацию в Республиканский центр медицинской профилактики. Спасибо за внимание. Thank you.